Здравствуйте! Тема сегодняшнего курса – средства массовой информации, интернет-издания и выборы. С нами эксперт по выборам Бакыт Самаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, расскажите о роли средств массовой информации и интернет-изданий при проведении выборов в нашей стране. Прежде всего, необходимо отметить очень важную роль средств массовой информации при проведении выборов, поскольку свободные и независимые средства массовой информации обеспечивают открытость и прозрачность демократических избирательных процессов. Помимо этого, средства массовой информации выполняют очень важную миссию по информированию избирателей, по доведению до избирателей полной и достоверной информации обо всех этапах избирательного процесса, начиная с опубликования решения о назначении выборов и заканчивая публикацией результатов выборов. Помимо этого, конечно, на этом роль средств массовой информации не заканчивается. Помимо этого, средства массовой информации, как мы все знаем, являются активной площадкой для проведения предвыборной агитации политическими партиями, кандидатами, для распространения своих агитационных материалов, видений будущего, своих программ. В последнее время средства массовой информации стали наравне с наблюдателями активно мониторить сам избирательный процесс. То есть они проводят журналистские расследования, доводят до избирателя различную информацию о кандидатах, о политических партиях, о их программах. Также необходимо отметить, что средства массовой информации являются определенной площадкой для самих избирателей, то есть предоставляют им возможность донести до политических партий, до кандидатов тоже свои чаяния, видения, чтобы политические партии и кандидаты также могли вносить корректировки в свои действия в избирательном процессе. Очень важно отметить, что средства массовой информации, интернет-издания несут особую важную роль, также ответственность при подаче информации, при предоставлении информации. Эта информация должна быть достоверной, объективной, всесторонней и полной, когда информация доводится до сведения избирателя. Вы перечислили очень много функций при проведении выборов СМИ. А есть ли какие-нибудь еще дополнительные важные функции? Кроме всех функций, которые до этого были перечислены, необходимо также отметить просветительскую образовательную функцию, которую также выполняют средства массовой информации. То есть это анализ новостей, освещение тех или иных событий. Это тоже одна из таких значимых функций средств массовой информации. Конечно же, эта функция не ограничивается традиционными средствами массовой информации, такие как телевидение и радио, печатные издания, газеты. В эту просветительскую и образовательную функцию в последнее время очень активно участвуют и интернет-издания. И принимая во внимание, что интернет-издания также в настоящее время являются активными субъектами избирательного процесса, были внесены изменения в 2017 году в Конституционный закон, где интернет-издания, согласно этих изменений, интернет-изданиям был придан статус субъекта избирательного процесса наравне со средствами массовой информации. Благодарим за содержательный ответ. С нами был эксперт по выборам Бакыт Самаков.